Приветствую всех любителей спорта. Ассалам алейкум. Сегодня у нас в гостях боксер, мастер спорта Абдулла Аушев, победитель первенства всероссийских соревнований по боксу среди юниоров Казани. А рядом с ним его наставник и тренер Тимур Аушев. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. В первую очередь хочу поздравить Абдуллу с этой наградой, с этой победой. Большой победой, на самом деле, для России, для Ингушетии в целом. И первый вопрос, Абдулла, что ты почувствовал, когда понял, что уже стал чемпионом России в этих соревнованиях? Конечно, это всероссийские соревнования были, очень сложный турнир был. Со мной во втором бою боксировал финалист первенства России. Очень сложный бой был, решением судья выиграл. А самое трудное, что было у тебя в этом турнире? Самое трудное это была подготовка, которая была дома у нас в республике. Ты готовился под предводительством тренера Тимура Аушева, да? Правильно? Да, я готовился к этому турниру под руководителем тренеров моих. Это Аушев Тимур, Боков Хусейн, Мальсягов Руслан и Бархоев Мустафа. Под их руководством я тренируюсь всегда. Они мне дают знания. С помощью их знаний я выступаю на турнирах. Тимур, как ты оценишь выступление Абдуллы и как тебе турнир в целом? На этом турнире показали очень хороший результат. Это очень значимый турнир был, турнир класса А с выполнением норматива мастера спорта России. Абдулле сейчас в данный момент 17 лет, 2 месяца назад ему исполнилось 16 лет выполнить норматив мастера спорта России по боксу. Это очень сложно. Турнир, там были все сильнейшие боксеры России. В этом весе, допустим, 57 мы выступали. Там очень хорошие боксеры, с кем мы раньше встречались на первенстве России, на Кубке России, с кем мы встречались, там были вот эти боксеры. Состав очень сильный был там. Для квоты на выполнение норматива мастера спорта должно было быть 22 региона, а там присутствовало 44 региона. И более 170 боксеров там было. То есть, чтобы попасть на турнир, вы сначала проходили отбор, да, на СКФО? Или нет, не, отдельно на этот турнир можно попасть любому, кто заявится. А вот до этого турнира вы ездили выступать, в СКФО турнир какой-то проходил, да? По боксу, там тоже заняли первое место? Да, не в СКФО, в городе Георгиевск. Ходило общество «Юность России». Там тоже Абдулла стал победителем этого турнира, выиграл эти соревнования. Абдулла, а какой бой тебе сам больше запомнился? Второй бой был сложным, и финал был сложным на этом турнире. Самый сложный бой это был второй. Очень сложный, упорный бой этот был. Что для тебя важно? Завершить бой досрочно, либо идти по плану и до конца всех раундов довести бой? Или красивый бой сделать? Это все же, конечно, зависит, во-первых, от соперника. Бывают соперники, которых ты знаешь, но и ты не хочешь его досрачивать. Знакомые, где на сборах вместе всегда ходили. Конечно, таких не хочется сильно избивать и провести бой по плану и выиграть решением судей. А бывают иногда и те соперники, которых надо досрачивать. Бывает по-разному. Тебе иногда хочется показать красивый бой? Вот, к примеру, как вот Али Измайлов, да, последние бои очень красиво показывает. Хотелось бы тебе так же? Я считаю, лучше досрочить и безоговорочная победа, чем красивый бой, и там сказать, там такой равненький бой был, можно было туда, можно было сюда дать. Лучше следовать наставлению тренера, да? Да. А как ты готовился? Можешь чуть рассказать свой тренировочный план? Каждый день по 2 тренировки у меня. Сначала утром в горы бегаем. В горах тоже, да? В горах тренировка утром, бегаем и физическую работу делаем. Потом, после обеда, в 4 часа уже в зале работа. А в горы вы ездили на неделю или каждый день выезжали, чтобы заниматься? Каждое утро. То есть вы там пребывали, да, в горах? Да, там тренировка проходила? У нас дом находится рядом там. Да? Да. И туда бегали. Из дома туда бегали, там тренировались, и потом оттуда обратно бегом домой. Что сказал тебе тренер перед финальной схваткой? Что тебе запомнили? Что больше такого шанса не будет, сказал. Нужно побеждать, да? Да. А впервые, когда ты связал свою жизнь со спортом? 8 лет связал свою жизнь со спортом, и с этого дня по сей день нахожусь в этом спорте. Очень люблю, очень уважаю свой спорт. Тимур, с какого возраста занимается Абдулла уже в твоем зале?
Ну, с первого дня он у нас в зале. С 89 8 лет. Ага. Практически в это время я, конечно, не выступал. 10-11 лет он уже стабильно в строю. Мгм. А в чем его сильные стороны как спортсмена? Трудолюбие. Тимур, расскажи вот про тренировку немного. Были ли трудности настроить психологически спортсмена? Ну, тренировки, как у нас, мы к этому турниру готовились, знали, что этот турнир есть в конце года, подстраивались под этот турнир. Как я сказал уже, хотели выполнить норматив мастера спорта в этом году. До этого тоже ездили на другие тоже соревнования класса А. Там он в Сочи он стал третьим. Мгм. Сейчас провел там на этом турнире хороших 4 боя и выиграл этот турнир. Тренировки у нас проходили в своем зале, в спортивной школе. И так мы выезжали в Назрань, в Ачулки, в Малгобек, в Чечню, так как в Карабулаке, допустим, нет на данный момент в его весе, имеется в виду, таких серьезных конкурентных боксеров, поэтому каждый день, через два, или в другие регионы ездили, или в другие залы ездим, чтобы у нас конкурентность была, имеется в виду, в его весе. Мгм. А в вашем зале тренируются только младшие группы или старшие тоже есть? Все у нас тренируются, и младшие. У нас 2 группы у нас. И младшая группа есть, и взрослая группа есть. Чем, вот как для тренера, тебе важен этот успех твоих спортсменов, которые они зарабатывают? Ну, в первую очередь, это же моя работа. Моя и тренеров, которые со мной работают. Это наш труд. И насколько мы в них вкладываем, это на соревнованиях показывается. Насколько добросовестно, насколько мы вкладывались, насколько они выкладывались, отдавались на тренировках. Абдулла, есть ли у тебя кумир или спортсмен, на кого ты равняешься? Ну, если брать из наших спортсменов, то это Ахмед Катиев и Рахим Чахкиев. А так, если брать мировых звезд, то это Василий Ломаченко. Мне приятно, что Абдулла подчеркнул наших боксеров. Это Ахмед Катиев, Рахим Чахкиев. Я начал тренироваться у нас в республике. И через год я переехал в Москву. Я начал тренироваться у Макшарипа Мистоева, у Чапанова Руслана. И когда я переехал в Москву, там был вот этот Ахмед Катиев. Он тренировался в спортивной академии. И я смотрел и думал, как можно у этого Катиева выиграть. Я с ним в парах стоял, ну, хоть у него вес другой был, уровень другой был, талант другой был. Я помню себя, я думал, как можно у этого человека в боксе выиграть. Ахмед Катиев очень выдающийся, очень уважаемый, очень хорошим спортсменом был. Абдулла, вот что для тебя значит, представляет Республика Ингушетия на таких всероссийских и любых турнирах масштабных? Ну, естественно, это очень хорошо представлять нашу республику на всероссийских и на международных турнирах. Я очень горжусь этим, то, что я представляю именно нашу республику. А вот как ты совмещаешь учебу и спорт? Получается и учебу, и спорт совмещать. После утренней тренировки я иду на учебу, после учебы на тренировки, вот так. После вечерней тренировки уже дома занимаюсь своей учебой. Угу. Вот так получается. А выходные бывают у тебя от спорта? Там, Ну, воскресенье, у всех выходной бывает. свободный день, да? Да. Чем обычно занимаешься в свободный день? Ну, в свободный день, там дома бывает работа, там, где надо помогать, там. Бывает ли у тебя страх или волнение перед важным боем? Нет, я знаю все, что вся воля Всевышнего. Я должен делать то, что я делаю, и все. Если суждено, выиграю, если не суждено, проиграю. Как ты думаешь, твой успех – это талант все-таки прирожденный, либо же упорный труд? Во-первых, это, конечно же, потому что так Аллах сделал, потому что Он так захотел, потому что так было суждено. Во-вторых, конечно, я тружусь на тренировках, укладываюсь на все 100% для того, чтобы побеждать на таких турнирах. Тимур, как ты думаешь, готов ли Абдулла уже к следующему уровню выступать? Технически готов, физически готов. Возраст сейчас они в 2026 году. Ему будет легче, там 2009-2008 год, первенство России у них будет. Угу. Потом уже посложнее будет, после 2026 года. Он войдет в команду, молодежную команду, там будет уже до 22 лет.
там сложнее будет. Сейчас, в 26-м году, я думаю, он и еще несколько боксеров, которые у нас есть, должны показать хороший результат на первенстве России, на международном уровне. Вот для спортсмена что важнее, техника, выносливость или характер? Не выделил бы одно. Техника должна быть, выносливость должна быть, поддержка должна быть со стороны тренера, со стороны Минспорта, со стороны родителей. Если это все совместить, только после этого будет у нас результат. Даже если один тренер, то есть один ученик или один тренер тянет, он может сорвать эту цепочку. Если не будет в команде все эти, допустим, руководство, тренер, спортсмен, вот если не будет команды, тогда очень сложно будет. Вот насчет семьи, Абдулла, как твоя семья поддерживает твой спорт? Мой тренер – это мой отец, это Аушев Тимур, который сидит рядом со мной. На протяжении всей моей карьеры он меня поддерживает. Всем, что надо, обеспечивает. Абдулла, если бы не бокс, чем бы ты занимался? Футболом бы занимался, если бы не бокс. То есть помимо бокса тебе футбол очень нравится, правильно, да? Да. А как ты думаешь, какие качества отличают настоящего бойца? Характер, выносливость, мужество. Такой вопрос, что для тебя значит поддержка твоего тренера во время боя? Ну, конечно, если не будет поддержки со стороны тренера во время боя, то человек, боец, сломается, и он не может без поддержки тренера выступить. Тренер видит все, что может сделать свой ученик. И вот даже когда я боксирую, все, что мне мой тренер говорит сделать, я делаю, и у меня всегда это проходит. То есть ты идешь четко по плану, да? Вот как ты мотивируешь своих ребят в своем зале для работы во время тренировки? Раз мы вспомнили Ахмеда Катиева минуту назад, я им привожу его слова. Когда он выступал с его слов, на чемпионате мира, он выиграл, он сказал, он говорит, я сделал дуа, попросил Аллаха, или дай мне выиграть или этот бой, или умереть. Вот человек, вот, можно подумать, как можно такой дуа сделать, так попросить, если или умереть, или выиграть, дай мне, говорит он, Аллах. Вот такой, я говорю, пример привожу. После такого настроя, после таких слов, после такого характера только можно стать и чемпионом мира, и чемпионом России, и чемпионом Олимпийских игр. Я это неоднократно вспоминал, говорил своим ребятам, потому что я сам это слышал. Это очень серьезный настрой. Просто человек, если подумать, даже если сейчас мне сказать, я сказал бы, я хочу жить. Тимур, а вот что отличает ингушскую школу бокса от других? Есть какая-то отличительная черта? И на самом деле ингушский бокс очень техничный. Один из главных людей, который продвинул ингушский бокс, это Руслан Чапанов. Ну и в Малгобеке была школа, в Карабулаке была школа. Но все такие очень знаменитые боксеры вышли из зала Чапанова Руслана. Какую цель ставите перед собой на следующий год? Следующий год у нас в январе будет Северо-Кавказский федеральный округ первенства. Потом в июне будет, в мае, то есть будет первенство России. На этом России мы должны закрепиться и стать первым, вторым номером сборной России. Для этого есть возможность, силы, средства, хорошие, крепкие ребята есть у нас для этого. То есть в вашем зале есть еще претенденты, да? И в моем зале есть, и в Назране, везде, в каждом селе, в каждом городе у нас есть боксеры. Соревнуетесь ли вы между клубами в регионе? Ну, сейчас у нас первенство республики будет, допустим, в декабре будет первенство республики, мы будем определять первых, вторых номеров, это кто поедет на первенство СКФО, а первый номер СКФО поедет на первенство России. Абдулла, какая у тебя самая главная цель? Стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Именно цель в боксе. А так еще цели в жизни есть, помимо бокса? Ну, конечно, довольство Аллаха – это первая цель. А ты учишься в колледже, да? Да. В каком? На Северо-Кавказском колледже современной медицины и технологий. То есть ты идешь по медицинской линии параллельно, да? По технологии. По технологической? По технологии. Ага.
То есть цель еще какую-то получить определенную спецификацию, да? Да. Программист я по специальности уже. Программист. Да. Ага. На каком курсе ты? На 2-м курсе. Ага. И вы там изучаете программирование, да? Да. И как получается совмещать спорт и Да, программирование? получается. Да. Угу. Тимур, а что ты можешь пожелать зрителям, да, или молодым спортсменам, которые только начинают свой путь? В любом спорте, неважно. Ну, хотелось бы, чтобы все ребята заходили в зал, не только в зал бокса, а в любые спортивные залы, спортивные учреждения, плавание, пусть будет карате, пусть будет. Хотелось бы, чтобы наши ребята были здоровыми, благополучными, и чтобы чаще они посещали спортивные залы, а не стояли по улицам и не сидели по паркам, на лавочках, чтобы они вели здоровый образ жизни. И хотелось бы еще сказать, чтобы родители, которые посылают своих ребят в спортивные залы, чтобы они следили за ними. У каждого есть своя группа, но тренер же не может про каждого писать в группу. Ну, чтобы родители сами смотрели со своими детьми. Сегодня посетил, не посетил или заболел он. Ну, конечно, тренера должны все видеть. Если человек заболел, ну, имеется в виду, спортсмен заболел, он может его домой отправить или позвонить. Но хотелось бы, чтобы и родители в первую очередь занимались вот этим. Я считаю, это правильные слова. На первом месте должна быть самодисциплина, чтобы достичь таких высоких, больших побед. Вот на такие турниры, да, как проходили в Казани, как вы отправляете своих спортсменов, с какой поддержкой или своими силами? Турнир нас республика командировала. Поехали за счет средств Минспорта. В данный момент у нас получается выезжать на все официальные старты, которые включены в единый календарный план Федерации бокса России. И поэтому такой результат получился. Если бы за свои деньги у нас, наверное, может, не получилось бы туда поехать. В данный момент у нас все получается нас отправлять. Минспорт отправил нас туда. Я благодарю, что пришли в нашу программу. Было приятно пообщаться, узнать из мира бокса что-то интересное о турнире. Кстати, турнир — это 23-й Всероссийские игры, да, имени Хаматова. Да, чемпион мира. Он чемпион мира стал тоже, кстати, в твоей категории 57 до 57 килограмм. Это очень честно радует, что в нашей республике тоже есть такие чемпионы, которые достигают таких высот. Желаю вам дальнейших побед, продвижения в спорте, ну и жизни. Далее это был Хлопшин. Это была программа «Интервью с чемпионом». До встречи в эфире.